Я сам родился в городе Якутске. В семье старший ребенок. У меня младший брат, есть сестра есть. Они маленькие, брату 8 лет. Учится в 3-й школе, в 2 классе. Сам занимается вольной борьбой уже 2-й год. Сестре 5 лет. Сестра занимается художественной гимнастикой. Мама занимается кроссфитом. Теперь всей семьей занимаемся спортом. Отца нету. Отец умер в 2014 году, когда я учился в Владивостоке. Поэтому мне пришлось назад приехать сюда. Сейчас учусь в Северо-Восточном федеральном университете, Институт физической культуры и спорта, 1-й курс. И в то же время учусь во 2-м курсе Якутского сельскохозяйственного технику юридической отделении. Отец привел любовь к спорту. Он сам был боксером. Он думал, что спорт поможет моей болезни. У меня болезнь несовершеннолетия, это хрустальные люди, у них кости слабые, и спорт как бы укрепляет кости. В 2011 году я узнал по газете «Спорт Якутии», прочитал, что будет соревнование по гонкам на колясках. И решил участвовать, занял 3-е место. И решил, что в следующем году я должен точно выиграть эти соревнования. И уже в 2012 году я выиграл эти соревнования. Тогда был более любительский уровень у меня. И с прошлого года я нашел своего тренера Марфу Пахомову. Теперь мы работаем профессионально. Кумиров у меня с детства было много, конечно, больше спортивные. Это, считая Федор Емельяненко, Костидю, Леонель Месси, Виктор Лебедев, Георгий Балакшин, Павел Пенигин. Их было, конечно, много. По воле судьбы мне удалось с большинством познакомиться лично, с кем-то подружиться. Хотелось бы в будущем наравняться на них, стать таким же кумиром для молодежи, как они были мне, и стать одним из великих сынов своего народа. И целей много. Как спортсмен, каждый спортсмен мечтает о Олимпийских играх. Я в своем роде про Олимпийские игры. Общественными делами я занимаюсь давно. Мусор собираем с друзьями. Участвую в жизни клуба «Ранхай». Провожу разные мероприятия. Также еще работаю в соцсетях. У каждого есть право на жизнь. Инвалидам хотел бы посоветовать, чтобы они тоже сами не боялись. Люди, да, конечно, будут смотреть на вас, когда вы первый раз выйдете на улицу. Не надо обращать на это внимание. У меня тоже были эти моменты. Я не обращал внимания, сейчас уже привык. Поэтому не надо бояться, не падать духом и идти вперед только.